Сегодня в России отмечают День Героев Отечества. Глава Коми Владимир Уйба по этому поводу решил выйти с обращением. Уважаемые жители республики, сегодня, 9 декабря, День Героев Отечества. В этот праздник, в год 75-летия Великой Победы, я хочу рассказать о боевом офицере, уроженце села Спас-Поруб Прилузского района, участнике Великой Отечественной войны Иване Петровиче Маркове. Он стал первым среди 38 жителей республики, кто был удостоен высшей степени отличия – звания Героя Советского Союза. Иван Петрович окончил Первое Ленинградское артиллерийское училище. Участвовал в Советско-финской войне начальником разведки дивизиона 451-го артиллерийского полка Северо-Западного фронта. 9 марта 1940 года благодаря его умелым действиям была отражена финская контратака. Как указано в наградном листе, в критический момент боя раненый в руку и спину лейтенант Марков продолжал выполнять поставленную задачу. Подавил 3 пулеметные точки, заставил замолчать противотанковые пушки, сам поднял пехоту и повел ее в атаку. За проявленную отвагу и героизм в апреле 40-го ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Погиб Иван Петрович в бою в 41-м в Белоруссии. Имя героя носят школа в Спас-Порубе и улица в Сыктывкаре. Память о нем увековечена в главном мемориальном комплексе республики «Вечная слава» вместе с другими героями Великой Отечественной войны. Вечная слава всем героям Отечества! А накануне героями в Сыктывкаре стали 3 18-летних молодых людей. Они спасли 2 мальчиков 11 и 12 лет, которые провалились под лед на набережной в районе парка имени Кирова. Все подробности у Анастасии Тюрниной. 2 брата 11 и 12 лет после 20 часов шли с тренировки. Завернули на берег Сысолы и решили прогуляться. Но подскользнулись и попали в ледяную воду. Случайно оказавшись рядом, подростки сразу же кинулись вытаскивать детей из полыньи. По словам юных героев, им тогда было не до страха. Но мы зашли с правой крайней стороны на набережную. Там было темно и страшно, поэтому мы пошли дальше. Потом остановились на месте, чтобы из рюкзака что-то достать, и услышали вот «помогите». Да, мы сперва подумали, что мальчики шутят, но все-таки решили проверить. Вдруг все-таки они шутят. Идем, включили фонарики, смотрим и видим 2 головы торчат из льда. Мы бросили рюкзаки и побежали спасать. То есть мальчики легли на лед и стали тянуть за руки их. Я освещала, потому что было очень темно, ничего не видно. В ледяной воде мальчики были пару минут. По словам сотрудников ГИМСТ, ребята родились в рубашках. Случайные прохожие отвели их отогреться в рядом стоящий республиканский центр дополнительного образования. Туда же и вызвали скорую помощь. Не зря учили ОБЖ, аккуратненько соблюдая все правила. Плавали прямо, держались за лед. Мы сами первое время ничего не понимали. Мы ходили в каком-то небольшом шоке. Зашли в пятерочку, что-то купить хотели, но только от одного прилавка к другому ходили. Как-то, наверное, немного гордости все равно есть. Рады, что успели, помогли. Медики и спасатели по прибытии на место осмотрели пострадавших. Дети травмы не получили и в госпитализации не нуждались. У братьев было лишь легкое переохлаждение. Их отогрели и доставили домой к родителям бригады скорой. Спасатели осмотрели место происшествия и обнаружили, что у южного лестничного спуска с набережной к реке есть ледяная кромка шириной 0,5–150 сантиметров. После этого инцидента на месте полыни управлением ГО/ЧС администрации Сыктывкара будут установлены предупреждающие аншлаги. Позже здесь соорудят снежный брустер. Он создаст дополнительные препятствия. Полицейские Сыктывкара по данному факту проводят проверку. Когда данные похожие сообщения поступают в отдел полиции, сотрудники полиции при проведении проверки в первую очередь устанавливают, в каких условиях проживают несовершеннолетние, то есть жилищно-бытовые условия. Были ли дети организованные, посещали какие-то либо кружки, секции, какие у них семейные условия, семья состояла ли раньше на учете, привлекать ли к административной или к уголовной ответственности.
Спасатели обращаются ко взрослым. Не надо оставлять детей без присмотра. Важно точно знать об их местоположении и обязательно рассказать об опасности нахождения на льду. Это очень опасно. Анастасия Тюрина, Дмитрий Булаев, телеканал Юрган. Между тем, столичная мэрия ищет героя из поселка Краснозатонский. Недавно в деревянном двухэтажном доме по Продольному переулку произошел пожар. В это время 6-летняя девочка, которая находилась одна в квартире, решила выпрыгнуть через окно. К счастью, рядом оказался мужчина. Он поймал малышку и передал медикам скорой помощи. К сожалению, имя этого сыктывкарца осталось неизвестным. Благодаря таким героям из народа спасена не одна жизнь, а между тем каждый раз они рискуют и своей.